Казахстане неожиданно объявили о срочном призыве резервистов на военную службу. Граждане волнуются и гадают, с чем связано это решение. Тем временем власти вводят новые ограничения. Все это в прямом эфире прокомментирует бывший премьер-министр Казахстана Акижан Кожегельдин. Начальнику одного из коммунальных управлений Москвы не понравилось, что мигранты из Таджикистана решили пообедать в середине рабочего дня. В результате он просто выкинул одного из них из окна. Сюжет нашего корреспондента из российской столицы. Мы бегали, пришли, там это наш брат там лежит на земле. Все разбиты головы. В Афганистане власти пытаются примириться с талибами на время борьбы с коронавирусом. Тем временем в соседнем Таджикистане начали предлагать населению маски от кутюр. Позитивные, красивые маски, чтобы людям раздавать. И я думаю, что красота спасет мир. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время Азии». В пражской студии я, Игорь Севрюгин. Здравствуйте. Из-за коронавируса бюджет Казахстана недополучит в этом году почти 4 миллиарда долларов. Такой прогноз сегодня сделали власти страны. В первую очередь потери связаны со снижением налоговых поступлений и падением цен на нефть. В Казахстане на борьбу с коронавирусом призовут рядовых граждан. Всех военнообязанных обязали явиться на спецсборы. Такой указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. С какой именно целью призывают людей в армию, подробнее узнаем у нашего корреспондента Ернура Дажжанова. Он на прямой связи из Нур-Султана. Ернур, привет. А что, собственно, происходит? В стране действительно началась всеобщая мобилизация? Игорь, привет! Новый указ президента накануне вечером напугал казахстанцев. Все было подумали, что в стране действительно стартует всеобщая мобилизация, но в Министерстве обороны, хоть и с запозданием, все-таки попытались успокоить людей. Сегодня выяснилось, что поголовно всех забирать в армию не будут. На спецсборы призовут лишь военнообязанных. По закону это те, кто в запасе и состоит на воинском учете. Но ряды войск в первую очередь намерены пополнять за счет молодежи и, конечно же, добровольцев. Скажу, что, как сообщили в оборонном ведомстве, призывники займутся санитарной обработкой улиц, также патрулированием населенных пунктов и службой на блокпостах. В некоторых регионах они будут бороться с весенними паводками. Также хочу сказать, что граждане будут ходить на сборы как на работу. Никого в казармах размещать не собирается. То есть человек пришел утром на сборы, выполнил задачу и вечером спокойно ушел домой. Сами сборы, как говорят власти, могут продлиться до 3 месяцев. Правда, сколько конкретно человек призовут в армию и как будет проходить сам этот процесс призыва в период эпидемии, пока не ясно. Известно лишь, что за призывниками сохраняются рабочие места, им за счет государства будут платить зарплату. Некоторым казахстанцам такое решение пришлось по душе, так как люди из АЧП остались без работы. А это как бы выход такой, что можно скоротать время и также неплохо подзаработать. Вот что говорит глава оборонного ведомства. Предлагаю послушать далее. За счет государства им выплачивается средняя заработная плата по месту работы, а не работающим минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата военнообязанного составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц сборов он также получит 200 тысяч тенге. Если же человек не работал, то минимальный размер оплаты труда сегодня составляет 42 500 тенге. Ернур, а какова эпидемиологическая обстановка сейчас в стране? Какие новые ограничительные меры вводят власти? Сегодня власти решили продлить нерабочий режим в Нур-Султане и Алматы, то есть населению основному придется посидеть дома до 13 апреля. Также с завтрашнего дня на карантин закроют очередной город-миллионник Шымкент. Что касается заразившихся, их число достигло 460. Коронавирус уже зафиксирован во всех областях страны. Также стало известно, что из-за дефицита власти собираются закупить в Китае 5 миллионов медицинских масок. Что еще важно, в главных очагах распространения инфекции Алматы и Нур-Султане ситуация более-менее нормально, но вот в регионах все гораздо хуже. Министр здравоохранения сообщил, что инфекция уже активно распространяется в селах. Вот он как рассказывает об этой ситуации. Предлагаю послушать. Мы видим, что темпы ежедневного прироста в районе 30%. Это говорит о том, что в целом по стране ситуация под контролем находится. Однако, конечно, есть различия между регионами. И хотел бы обратить внимание, что мы также сейчас наблюдаем вспышки и очаги в сельской местности. Спасибо. На прямой связи из Нур-Султана был Ернур Дажжанов.
3 инфекционные больницы для борьбы с коронавирусом построят в Казахстане. Такое решение приняла Госкомиссия по обеспечению чрезвычайного положения на селекторном совещании правительства. Известно, что стационары будут построены в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Когда завершится строительство, власти не сообщили. Ранее вице-министр финансов рассказал журналистам, что на возведение 3 медицинских модульных комплексов будет выделено около 15 миллиардов тенге. Это почти 33 миллиона долларов. По его словам, вместимость новых медучреждений в общей сложности составит 680 койко-мест. Ну а сейчас с нами на прямой связи по скайпу бывший премьер-министр Казахстана, один из лидеров оппозиционного движения Акижан Кожегильдин. Поводом, собственно, для нашей беседы послужил план по преодолению кризиса, который вызван коронавирусом. Акижан Макжанович, скажите, собственно, прежде всего, как вы оцениваете те меры, которые сегодня предпринимает казахстанская власть? Нерабочие недели, например, блокирование столицы, а также Алматы. Все правильно делают, на ваш взгляд? Я абсолютно согласен с теми мерами, которые принимаются, в том числе призывом резервистов в ряды вооруженных сил, не в саму армию, а для того, чтобы выполнять организованные функции под командованием вооруженных Министерства обороны. Это абсолютно своевременная мера. Они нам понадобятся на улицах для того, чтобы поддерживать порядок. Возможно, даже будут оказывать помощь в доставке медикаментов и продовольствия. Тем более все остаются на своих местах. Единственное, о чем можно было бы позаботиться, это санитарных средств персональной защиты каждого из этих призывников-резервистов, потому что, чтобы не превратить их в носителей вируса. Это первое. Второе, я абсолютно не согласен с тем оптимизмом, который царит у правительства, там, нерабочими днями еще до середины апреля. Нужно готовиться. Почти до середины лета мы не будем учиться и работать. Надо приготовиться к тому, что выпускные экзамены в школах должны быть дистанционные, вступительные экзамены в вузы. Вообще нужно все обучение переводить на дистанцию, там, где можно. Причем, как в Европе, это делают не только через гаджеты. Там, где гаджеты невозможны, это делают через почту, посылают программу обучения и получают назад тесты. К этому надо готовиться. Все будет намного серьезнее и намного сложнее. Это первое. Второе. Не хватит этих 3 дополнительных мест для лечения, особенно в Шымкенте, Алмате и Астане. Нужны будут также на Западе, потому что у нас очень удаленные регионы. Нужны будут на Востоке, в центре, в Караганде, потому что очень много будет больных. И нужно не просто модули строить. Если это модули будут военного образца, летом в жару они будут просто непригодные. Нужно приспосабливать спортивные залы, выставочные залы, которые сейчас есть. Нужно делать с наименьшими потерями и с наименьшими расходами. Акижан Макжанович, я хотел вас спросить о вашем плане. Он состоит, напомню, из 24 пунктов. Если коротко, пожалуйста, в чем его суть? Но прежде всего суть заключается в следующем. Это будет очень долгая борьба, и она потребует огромных средств. Для того, чтобы с этим бороться и выйти с наименьшими потерями, нам нужно будет отмобилизовать абсолютно все возможные средства, которые в стране есть. Их нужно подсчитать. Штаб во главе чрезвычайной комиссии до сих пор не знает, сколько у него на самом деле средств. То, что сегодня министерство объявило, что не досчитается 4 миллиардов из-за того, что упали цены на нефть и не будет поступления в связи с коронавирусом, эта сумма абсолютно заниженная. Будет очень много средств необходимо и очень много средств для того, чтобы потратить. Это будет затратная, это по существу война. А главное, деньги есть, на ваш взгляд? Я только знаю статистику, которую объявили, но я знаю, где эти деньги можно сейчас собрать. Где? Они есть. Они засумкованы у богатых людей, граждан Казахстана. Они все эти годы эксплуатировали экономику страны. Они прячут их за рубежом. Нужно просто предложить им приобрести облигации государственного займа. Нужно взять под единый руки контроль все активы государства, все активы, которые находятся в так называемых крупных корпорациях национальных, принадлежат государству. Нужно взять под контроль абсолютно весь экспорт. А по факту они не аффилированы с государством, на ваш взгляд, сейчас? Есть аффилированные, якобы есть неаффилированные. Вы понимаете, что буквально где-то дней 10 назад
президент объявил, что все компании с государственным участием должны будут возвращать дивиденды. Надо вообще взять под контроль все активы, надо видеть, что происходит в этих компаниях, для того, чтобы понять, мы получаем те дивиденды, на которые мы можем рассчитывать, или нас будут продолжать обманывать. Это очень серьезная работа. Противников этому будет очень много. Ну, простой пример. Сейчас нужно временно запретить экспорт продовольственного сырья и особенно зерновых. Зерновая мафия сейчас выступит против этой инициативы. Надо закрыть экспорт. Надо посчитать, что у нас на руках есть. Например, 5 западных областей Казахстана всегда нуждались и до сих пор нуждаются в поставке муки. Только Атырау нуждается почти в 4500 тонн ежемесячно. Надо обеспечить их до зимы. Надо подготовиться к следующей зиме. Зима придет очень быстро и, как всегда, неожиданно. Нужно закупать уголь, мазут, прочее. На все нужны деньги. Это будет делать государство. Акжан Магжанович, я вас все-таки хочу попросить быть немножко тоже оптимистом. Давайте будем думать, что кризис когда-то этот закончится. И поэтому хотел бы у вас спросить, а с какими потерями выйдет Казахстан из него? Или даже так, на каких позициях окажется Казахстан после эпидемии, на ваш взгляд? У нас после того, что закончится этот кризис, Бог даст, мы спасем большинство своего населения, нам нужно будет заново создавать промышленность, нам нужно будет заново создавать предприятия. Потому что все средние, мелкие предприятия и средние предприятия, особенно у нас очень много так называемых самозанятых, они остались уже без работы. Нужно отменять налоги. Все, кроме НДС. Все. Вы также пишете, что нынешний кризис самый тяжелый для Казахстана со времен Второй мировой войны. Потрясение начала 90-х, период становления независимости. Разве тогда не было тяжелее, чем сейчас? Тогда тот кризис, который мы пережили, он был очень тяжелый. Он был морально тяжелый. Но люди не умирали в Казахстане. Люди не умирали. А сейчас эта болезнь косит народ. Поэтому это первое испытание, настоящее испытание на прочность казахстанского государства независимого. И общество тоже, безусловно. Спасибо большое. На прямой связи с нами был Акижан Кажегельдин, бывший премьер-министр Казахстана. Спасибо вам большое за беседу. В Москве начальник коммунального предприятия выкинул дворника из окна. Мужчина выжил и смог рассказать родственникам о деталях конфликта. Известно, что на этот инцидент уже отреагировал посол Таджикистана в России и потребовал от полиции тщательно расследовать это дело. Подробнее расскажет Муса Казаков. Трагедия произошла во время обеденного перерыва в общежитии. Замдиректора бюджетной организации «Жилищник» Андрей Третьяков застал 3 подчиненных ему дворников за едой и поинтересовался, почему они не работают. Потерпевший Акбаржон Холиков ответил, что сейчас как раз официальный перерыв. Далее, со слов коллег-мигрантов, начальнику не понравилось, как с ним разговаривают подчиненные, и он начал его избивать. Начальник зашел в помещение, матерился, кричал, почему мы не на работе, орал, чтобы мы вышли работать. Как раз в это время пострадавший наш коллега сидел на табуретке. Начальник сказал ему: что ты тут сидишь? Схватил его за куртку и резко дернул в сторону двери. После этого парень свалился и ударился головой об кушетку. Потом Акбаржон встал и поправил куртку. И в это время начальник опять набросился. Акбаржону удалось улизнуть в сторону двери, как начальник успел схватить его за шиворот. Известно, что замдиректора ГБУ, глава коммунальной службы Третьяков, последовал за дворником в туалет, где у того сушилась обувь на батарее. Вышел оттуда он уже один. Сказал охраннику, чтобы тот вызывал скорую. Якобы парень сам выпрыгнул из окна туалета. Коллеги нашли Акбаржона внизу с проломленным лбом. Вдвоем зашли, а один вышел, там убежал, мы за ними бегали, там охранник звонит, говорит, там человек упал с 2-го этажа. Мы бегали, пришли, там это наш брат там лежит на земле, там все разбиты головы, там кровь, все такие. Потом поднимали туда-сюда, потом звонили, скорая помощь пришел. Андрея Третьякова задержала полиция района Коптева. Акбаржон Холиков попал в реанимацию Боткинской больницы, где его прооперировали. После этого инцидента родственники, дежурившие у стен больницы, сообщили нам, что молодой человек очнулся, и им удалось поговорить с ним по телефону. Холиков рассказал им, что когда он зашел в туалет, начальник незаметно напал на него сзади. От внезапного удара он отключился. Когда очнулся, то понял, что начальник вытаскивает его из окна и сбрасывает вниз. Мотивы руководителя пока неизвестны. Это будет выяснять следствие. Родственники Акбаржона тут же обратились к правозащитникам, чтобы не пускать дело на самотек. Сейчас ждем показания самого потерпевшего. Нам вчера в отделение
внутренних дел по району Коптева сказали, что решающими будут показания потерпевшего. Если он скажет, что да, его подтолкнул работодатель, то все, возбудит уголовное дело по статье покушения на убийство. К счастью для Акбарджона и несчастью гражданина Третьякова, у парня оказалось крепкое здоровье и хорошая память. Теперь впереди у обоих следствие и длительный судебный процесс. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия», Россия, Москва. В Кыргызстане скончался первый пациент с коронавирусом. В стране усиливают тем временем блокпосты. У всех рынков выставляют дополнительные санитарно-карантинные КПП. Однако предприниматели, которые обеспечивают продуктами столицу, боятся, что ужесточение контроля приведет к перебоям с продуктами питания. Жибек Бегалиева сейчас с нами на прямой связи. Жибек, привет. Насколько мы знаем, у предпринимателей сейчас действительно есть проблемы с проездом через блокпосты. Так ли это? Привет, Игорь. Вчера стало известно, что крупный птицеводческий завод, который находится в соседней области, не может завозить в столицу куриное яйцо. Ни машины предприятия, ни работники, которые занимаются доставкой, не могут проехать в Бишкек. И тем более такая же ситуация сложилась вокруг монополиста по производству муки. Люди, которые работают на мелькомбинатах предприятия, не могут проехать на работу. А еще помещения мелькомбината забиты продуктом производства пшеницы. Горы отрубей просто некому вывозить. И мало того, что все это мешает работе, так еще и фермеры, которые раньше покупали это для домашней скотины, теперь не знают, чем кормить свою живность. И они тоже не могут проехать к заводу. Вчера в новостях сообщили, что все пропуска были выданы. На самом деле выдана была часть пропусков для обхода. Для БМК мы не получили. Жибек, а что по поводу тех, кто в эти дни выходит из карантина? Это, по мнению властей, может стать причиной новых очагов заражений? Да, действительно, видимо, власти этого боятся, потому что на улице в городе стало намного больше медиков, врачей и военных, которые следят за ситуацией. Лично я в этом убедилась сама, когда выходила за продуктами. Сейчас в Кыргызстане зарегистрировано 130 случаев зараженных COVID-19. Четверо из них находятся в тяжелом положении. И вот что нам об этом рассказали сегодня в штабе. Мы начали сегодняшний день, у кого подошли сроки, то есть 14 дней пребывания в обсервации, потом отрицательные анализы первый, второй, третий отсутствие клиники или признаков болезней. Их мы начинаем выписывать из обсервации, отправляем в домашнюю обсервацию, где будет находиться еще 14 дней. Сейчас пока 3 крупнейших города и некоторые районы страны все еще живут в режиме чрезвычайного положения. Выходить из дома, работаем из дома тоже мы, журналисты. И все это время власти продолжают просить помощи у международных институтов разных, а гражданское общество пытается следить за тем, чтобы ресурсы распределялись справедливо и открыто. Спасибо большое. На прямой связи была Жибек Бегалиева. В Афганистане постепенно растет число заболевших COVID-19. Сейчас их 273 человека. Подробнее расскажет наш специальный корреспондент в Кабуле Лиза Кереми. Столица Афганистана закрыта на карантин. Правительство приняло такое решение в рамках планов борьбы с COVID-19. Работа всех правительственных и неправительственных учреждений приостановлены на 3 недели. Исключения сделаны только тем структурам, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом. Жителям Кабула власти попросили остаться дома. Передвижение и массовые собирания запрещены. Введение строгих мер в афганской столице внезапно сказались на уровень преступности. У нас за последний месяц наблюдается 15% снижение преступности. В частности, это произошло из-за снижения социальной активности. Люди меньше стали выходить на улицу, мало людей на рынках. Помимо этого, мы приняли новый план действий по обеспечению безопасности. Мы надеемся, что и впредь в сотрудничестве с населением мы сможем сохранить тенденцию по снижению преступности. Впрочем, эпидемия COVID-19 почти не повлияла на общий уровень насилия по стране. По меньшей мере в 10 провинциях Афганистана продолжаются столкновения правительственных сил с талибами. Национальная армия, по заявлению властей, в этих боях руководствуется стратегией активной защиты. Минобороны и Минздрава с целью недопущения распространения коронавируса предлагают Талибану хотя бы на время прекратить военные действия.
В настоящее время мы предпринимаем определенные шаги для предотвращения распространения коронавируса. Прекращение огня помогло бы распространить профилактическую работу на всю территорию страны. Официальный представитель группировки в ответ заявил, что Талибан готовы прекратить активные действия только в тех регионах, где будет зафиксировано распространение вируса. В то же время в местных СМИ группировка распространила видеоролики, где талибы ведут активную кампанию по осведомлению населения о профилактических мерах против COVID-19. По официальным данным, на сегодняшний день в Афганистане зафиксированы 273 случаев заражения коронавирусом. Несмотря на незначительное количество инфицированных по сравнению с соседними странами, Министерство здравоохранения заявило, что под угрозой заражения коронавирусом является примерно половина населения. Такой сценарий, по мнению Фирузудин Фироз, министра здравоохранения, возможен, если власти не предпримут активные меры. При этом чиновник предупреждает, что эпидемия COVID-19 может растянуться до конца текущего года. В Таджикистане дизайнеры предлагают яркие медицинские маски, сделанные из тканей с национальными узорами и орнаментом, продолжит Анушерван Арипов. Маски с национальным орнаментом и узорами в доме мод Хуршеда Саторова предлагают каждому клиенту бесплатно. Здесь их шьют в свободное время из остатков тканей. Затрат на производство практически нет. Поэтому модельер деньги за маски не берет. Но и целенаправленно заниматься их производством тоже не планирует. Лишние маски он раздает на улице прохожим. В общем, позитивные, красивые маски, чтобы людям раздавать, и чтобы у людей было и хорошее настроение, и на все нужно реагировать позитивно. Я думаю, что красота спасет мир. Хуршед Саторов работает исключительно с традиционными для Таджикистана тканями, украшенными национальной вышивкой и местными узорами. Из них же шьет маски. Каждая маска уникальна благодаря многообразию таджикских узоров. И, по его словам, двух одинаковых экземпляров нет. Эта ткань называется бехаса, где-то его называют алуча, и она очень древнюю историю имеет, потому что с него же делали мужские чапаны. Обычную медицинскую маску местного производства, в отличие от дизайнерской, сегодня можно купить в любой аптеке страны. Более десятка крупных и мелких швейных фабрик Таджикистана полностью перешли на пошив масок. Импортные раскупили еще в прошлом месяце, поэтому сегодня высокий спрос на отечественные. На нашей фабрике сейчас работают более 360 человек, и все занимаются пошивом медицинских масок. Наша фабрика не единственная, только в столице таких несколько. Мы уже пошили более 10 тысяч масок и отправили их заказчикам. По словам местных производителей, их продукция по качеству не уступает импортным аналогам и соответствует всем международным требованиям. Но в отличие от импортных, эти маски многоразовые. Для пошива масок мы используем хлопковую ткань пакистанского производства и до сих пор не получили ни одной жалобы на их качество. Если верить официальной информации властей, в Таджикистане нет ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией. Но в случае появления больных местные предприятия обещают полностью обеспечить население масками. Анушерван Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. И на этом у нас с коллегами все. С вами был Игорь Севрюгин. Оставайтесь с нами и берегите себя. До встречи. Большой брат пандемии. Мировые медиа обсуждают, как коронавирус меняет политические системы многих стран. Лидеры государств хотят еще большей власти. Балтийский фейк. Социальные сети Эстонии полны лживых сообщений о коронавирусе. Примеры в репортаже из Сталина. Свежий номер. Вопреки страху, газетные киоски Парижа не закрываются и дарят горожанам возможность читать печатную прессу. Ты говоришь, что ничего страшного. Страшно в том, что на такого ребенка нужны соответствующий уход и соответствующее время. Если я не буду ходить в школу, и в тюрьму посадить, так-то надо. Но я же взрослая тетка, я беру на себя ответственность. Слушай, тебе нужно это недоразвитое существо. Я тебя 2 раза, точнее 3, предупреждала. Мне очень нужно это существо. А как мы тогда будем